Разбавляю контент, ребята. Сегодня зашел к Арифану. Что, тебя там можно показывать? Александр курит вот постоянно, вот это плохо. И, короче, Александр у нас постоянно, вот есть вот такой аппарат RAV4. Виктор вон в отражении. Я тебя не снимаю, ты просто отражаешься. Вот, RAV4 старенький, триесовский. Купил сегодня привода контрактные, говорит 8 рублей сторона. Не знаю, это нормально или нет. Ну, суть в том, что обслуживание. Отмыл тут все, люфта нету в стакане. В общем, разговор сегодня о том, что, ну, в принципе, пыльники меняют чисто силикон. Ребята, сразу говорю, выбирайте сразу самые толстые силиконовые пыльники. Чем толще, тем лучше. В общем, разговор зашел о том, что Санек решил забить в привода вот эту вот шляпу, которые мы давным-давно еще в «Жигулях» забивали, по-моему, куда-то. А что у меня было-то? У меня какая-то старая иномарка была, я помню, корона-бочка там, вот я вот это пользовался этим. Шрусом, да. В общем, и он хотел забить, что сюда, в саму гранату. Внутреннюю? Да, нет, внешнюю. Нет, внешнюю, ладно. Внешняя вот она, это внутренняя. Внешняя вот она. Вот она внешняя. Это вот гребенка. Короче, здесь можно шрус, ладно, хер с ним. Но то, что он замерзает зимой, это будет вот так, звук такой будет противный. Особенно, когда вы тупо стоите там где-то возле магазина, потом решили выехать, руль завернули, газанули, это все замерзло, вот эта вся байда. В общем, сюда ладно, шрус можно. Но вот сюда, в трипоид, где... Достань, Санек, покажи, что это такое. Где вот такие вот иголочки. Да, игольчатый подшипник. Видите, игольчатый подшипник. Он даже, кстати, показал то, что он смыл вот такую вот бяку. Смотрите. Вот такая бяка вылилась. А он хочет забить вот это. Это два разных узла, ребята. Здесь совсем другой подшипник. Здесь нужна другая смазка. В общем, сейчас я покажу, какие смазки. Лично я, как бы, бюджетный вариант. Сейчас и Санек еще тоже увидит. Вот, как раз нарисовано, смотрите. Так, надо музон вырубить, это забанят нафиг. Как? Звука. А то забанят нафиг такой шикардос виск. Вот, смазка, смотрите. Для трипоидной, шарнирно равных угловых скоростей. Смотрите, тут вот прям вот это именно узел, который мы только что смотрели. Вот видите? Ну, да, точно. Игольчатый. Чем он отличается, то что он жидкий, короче, как я не знаю что. В общем, это чисто для образца. У меня есть видео, кстати, когда я менял тоже пыльники менял, успел. Заметил, когда у меня грязь образовалась, вот здесь грязь. Ну, порвались пыльники, и вот эта вся смазка начала вот здесь разбрасываться. Я вижу грязный диск у меня. Значит, у меня по-любому порвался. Вот. И я купил, короче, заехал, купил сета, и вот трипоид, смазка, пожалуйста. ВМП авто для трипоидных шарниров. Сейчас мы ее спецификацию быстренько тут посмотрим. Ну вот, минус 40. От минус 40 до плюс 160. Вот, пожалуйста, кому там на паузу поставьте, почитайте. В общем, совсем другое свойство. И за место шруса есть у нас давным-давно уже Газпромнефть делает вещи. Вот смотрите. Пластичная смазка для шарниров и равных угловых. Я у тех ребят, у которых покупал, спрашивал, замерзает? Они вот прям вот так открыли, короче. Он вот так открыл, и вот так вот выдавил мне ее, и вот так показывает. Смотри, говорит, вот Шеврон и вот российский аналог. Газпром. Все то же самое, короче. Как я понял, Шеврон на мощностях Газпрома в России выпускала это. Нет, что-то такое. Шеврон, там их много всяких. В общем, он прямо две одинаковые смазки вот так мне показал. Ну и тут тоже, ребята, смотрите, что написано. От минус 40. Пожалуйста. А давайте посмотрим на том шрусе, что написано. Ну-ка. Увидит моя камера, нет, что написано? Ну-ка, давайте-ка. У нас зрение это уже тоже минус 40 написано. Тоже минус 40. Да. Но, опять-таки, неизвестно, соответствует ли этому минус 40 или нет. Ну ладно, будем сюда забивать минус 40, но в трипоид обязательно другая смазка. Так что вот такие дела. Все, ребят, ставьте лайки,
Подписка. Да, да, приветствуется. Ну и не бойтесь заморать руки, что-то не девочки же все-таки. Видите, как верстачок, тут все дела. Под пивасик-то там. Александр сейчас чуть-чуть покажет, как он выглядит. Именно. Да, вот видите, он как солидольчик такой. Да, как солидол. Да. Вот. Такой он как бы, как жидкий, можно сказать. Ага. Там говорю, вот чисто то, что Реально, да. то, что ты слил, она похожа вот на это. Да, да, японская. Плюс выработка, когда будет, она будет вот такое, как бы Там иметь. да, с маской вот она да. похожая, да. Так что трипоид, ребята, шрус не забивайте, потому что там другая тема. Я тоже раньше так делал. Да, ну может хватит. Там чуть-чуть надо, кстати. Это у меня на 2 хватило. Мне сказали на 2 вот хватит вот тюбик. Ну, там у тебя осталось у меня. Да, я потому что 2 менял. Бля, это закроет что-то. Да. Я и говорю разные, давай. Да, японская. Погоди, да, я это все показываю, что там японское. Да, вот это вот контрактный привод. Получается, вот здесь вот, да, вот трипоид стоит, да? Здесь это трипоид. внутренняя граната, да. Вот здесь была жидкость вот такая вот, Вот да. такая вот. Жижа, Да, прям помойка. реально. Вот это с Японии привод, прям видно. Оригинал. А вот здесь вот реально набитый шрус зеленый. Зелененький Ну, такой. то бишь вот это, да. Мазута, блин. Мазута, да. То есть, действительно, как бы японцы не дурачки. Да, да, это не японцы, это по-другому, просто 2 разных узла. Да, Этот шарами крутится. Но это же а тут японский привод, понимаешь? Не, ну я понял, тут шарами крутится, а Ну, тут иголочками крутится. Да, видишь, Да. кто бы знал. Вот теперь будешь знать. Ну да. Вот из-за этого и вся вибрация, и получается этот как абразив выступает. Вот этот. Он же имеет графит. Да. Да, и он вот эту сожрет иголочки. Я понял. И скорее всего вот эти все китайские, которые ты ставил до этого внутри. Да, вот она и летела, блядь. Да. Заранее. Все, так что, ребята, вот знаете, что вот такой вот момент есть. Может, кто не знал, кстати. Я тоже раньше не знал. Я не знал. Да, я тоже раньше не знал, пока я не стал вот пыльники покупать, менять. Думал, сейчас я набью туда шруса и вся любовь. Это было... Ну, в принципе, если найду, ролик прикреплю туда, посмотрите. Все. В общем, я все-таки прочитаю. Так. О, move funny, don't funny. Итак, все-таки я прочитаю, ребята. Специализированная смазка без твердых частиц, вот про которые я говорю, то что в шрусе есть, но в трипоиде именно, не нужны вот эти вот шрусовские, как графит или как он там называется. В общем, частиц, без твердых частиц, мягкой консистенции для применения в трипоидных шрусах всех типов транспортных средств, а также для подшипников качения, подшипники качения и скольжения, где требуется смазка консистенции по НЛГИ-1, противоизносная, противозадирная, литиевая, комплексная. Выпускается с применением специально доработанной смеси масел высокой степени очистки. Создает прочную защитную пленку на поверхности узлов трения, которую защищает от коррозии в широком диапазоне температур. Минус 40 плюс 160. Обеспечивает высокий уровень проникновения в большие зазоры. Не содержит твердых присадок, способных вызвать разрушение узла, в отличие от черных смазок для шариковых шрусов. По ошибке... А вот они, кстати, даже написали. По ошибке применяемых трипоидных, в скобках они это отметили, увеличивают срок службы узла. Да. Внимание! Использование в трипоидных шрусах смазки для шариковых шрусов сокращает срок службы игольчатых подшипников. Вот они специально написали. Ребята, так что вот, оказывается, надо почитать было, и все было понятно. А я реально раньше использовал шрус туда, когда был водятлом. Ну, чуть-чуть еще сниму все-таки RAV4. Цвет какой у тебя по ПТС написан? Синий? Синий? Да. Морская волна, по-моему, это вообще какой-то, да? Такой цвет. У меня даже больше, кстати, царапин на капоте, чем у тебя, блин. Нифига себе, почему так? Свежекрашенный, да? Ну, я полировал. Полировал? Видите, как ухаживание какое идет. Смотрите, бампера какие, блин. Какими-то такими клыками, наставками. Хромированная тут какая-то штука идет. В общем, равчик интересно еще вот
Сейчас тоже, кстати, китайцы делают похожие решетки, сейчас вернулись опять вот к таким 3D-шным всяким пупыркам. Такая решетка только на этом лапчике, ну почему-то, вот больше я нигде не видел такой решетки. Да, еще вот он решил себе замутить. Говорит, как лучше. Давайте, ребята, тоже напишите, как лучше. С вот этой внутри. Ну тут разница лунки. Да, и либо, ну вот. Да, разница вот так. Как красивее, блин. Ну вот это видно, конечно, провода, вот это все. Где провода? А, не провода, вот эту дырку, вот это видно, если приглядываться. Ну понятно. Раньше, помнишь, такой стайл был? Черный блэк внутри-то. Да. Китайские да, вот эти да, вот. да. Она и На есть, короне бочки. черная есть такая специальная. А, специально вот такая черная есть. Да, есть черная. Блин, может вот тут вот антихром сделать какой-нибудь? Не, нафига. И туда ее воткнуть, Смысл какой-то. чтобы черно было? Да, нафиг. Кстати, может быть, это вообще отражатель, наверное, скорее всего. Не, сейчас. ну, ничего, это, ничего. это не отражатель. Отражатель вот он, в самой фаре. Да, в самой фаре. Ну вот и линзу ты сейчас воткнул, получается. Да, но она фиговая, я сейчас буду менять. В общем, вот такие дела, тюняшки. Но слабый свет, конечно, на равчике. Вот этот вот, который родной свет, что-то вообще ни хера не светит. Но все равно светит. Как ни крути. Вот. Ладно. Вот такая вот тема. Не, с All Right открой. Так она зеленая будет. Конечно, отличается, это черная, смотри. Нет, вот открой его. Консистенция какая у него. Вот так, если пожать. А, ну в принципе, смотри, похоже. Это какой-то современный, что ли, шрус. Смотри, он другой. Ну, может, они тоже. Вот это All Right тоже, кстати, зря мы его Кстати, чморим. да, смотри. У меня просто был такой же шрус, но он был зеленый. А вот Нет, этот- у меня серый был тоже. Да, а у меня был зеленый. Это ты с этим путаешь, Ну, вот наверное. как вот этот вот здесь зеленый был тоже, вот такой же был. Нет, ты его с этим путаешь, может быть, с литолом. Нет, у меня такой же был, точно. У меня есть тоже вот такой же, только старый еще давным-давно. Он серый, да. Ну, скорее всего, лучше, наверное, И вот разницы нет. ну, здесь. А, ну здесь, видишь, как бы цвет разный. Не знаю, сейчас, погоди-ка. Светим их, смотрите, отличается. Ну да, зеленоватый немножко. И, кстати, погодите-ка, Разница есть. погодите. Этот вот более глянцевый, а этот более матовый, потому что там в нем, что ли, больше этих частиц или что, блин. Ну да, он такой немножко зеленоватый все равно. Вот это, видишь, глянцевый. Вот это глянцевый, Газпром. Да. А этот чуть-чуть, видишь, какой-то. А, ну О, всё, вот видно, вот видно. зеленоватый. Видно, нет, и видно в нем то, что в нем много-много этих Всякого. частиц, а вот в этом меньше Вот частиц. там меньше, да. Ну, видно, типа да? графита, да? Да. Ну-ка еще раз приблизим, блин. О. Видно, да? Ну, такие вот моменты на пальцах чисто все. Объясняем на пальцах. Да. Тряпка есть, вытерем, что. В общем, забьет мою. В принципе, на один привод хватит. Но я все равно тоже придется мне покупать, короче. Одного тубуса хватает, в принципе, на две. И вот этой вот одной смазки вот этой тоже хватает. Это что попало у нас тут, блин? Не пейте. Так, вот этой хватает тоже на два привода. Даже чуть-чуть еще остается. Все, тихо. Я хочу... Я просто тебе сейчас напомню. Помнишь, Да. ты мне привез Да, с этим дефектом? дефект. Смотришь, какой дефект? Там какая-то выработка. Смотри какой. Это новая китайская, Новая китайская. новый китайский стакан граната, да? Внутренняя. Так. И видишь, пришел вот с таким дефектом, блядь. Ну это, Мгм. конечно, Да. Это косяк, короче. это жесткий косяк. Она трипой сразу Трипой, схавает, да, по-моему. схавает, и он не лезет сюда вот из этого. Типа напильничком подточи. Ты чё, Ну, ладно, ну это можно, ладно. Теперь. А вот это? это левая сторона, это правая сторона. Оба она. Вот А сальники смотри, разные. Смотри, она все разная. Найдите 10 тысяч отличий. Просто видишь, ступеньки разница. И в ширине, ну, в объеме. Офигеть, а В почему так? диаметре, как бы, в диаметре и в ступеньке, вот она. А Это, здесь- это здесь- говоришь, какая сторона? Это правая сторона, а это левая. А это левая сторона. Нифига себе. И вот. А подожди-ка, а тут трипоид не имеет? Одинаковые. А почему он не имеет вот это вот? А это модификация, как бы, она бывает такая, здесь такая тоже бывает. Без разницы. Да? Да. Разницы нет. Нифига себе, вот такое вот бывает, ребята, смотрите-ка. Но она такое тяжелая, прям граната прям. Ай, да. А тут все нормально, да? Это тоже новая китайская, Новая китайская. правая. Да. Что-то даже написано здесь. Ну, в принципе, они... Ты, получается, это же я, по-моему, покупал, да? Я себе? ты мне подразил. Я не купил поставил, который. ты за это вот. Да, но это хорошо, что ты заметил. Я от него просто взял трипоид. А, трипоид взял саму эту, и она подошла туда, Там, в родную. Ну, конечно. Значит, вот здесь можно все-таки этим
шлифануть гровером. Или как его там называется? Гравером. Чем-то шлифануть, да. Гравером вот это все сделать можно, в принципе. Как Ну, вариант. Металл все. Ну, металл говно, конечно, да. Не сравнить. И вот, а вот эти что за фигня? Это сальники тут какие-то ходят? Не знаю, ну вот оригинал, смотри. А у оригинала что, дырки есть? Вот она, Рик. А Рик и Паль, да? Да. Так, смотрим, а Рик и Паль. Имеется вот какая-то такая канавка необработанная. Здесь все обрабатывает. О, нифига. Тут они все обрабатывают, видите, резцом. Идут, Да, тут все пошло. Здесь тоже как бы он есть небольшой. Но тут они не пошли, потому что это черный металл же, смотри. Да. Или может они его закаляют, куда-то бросают. Не знаю. Чуть-чуть отличия есть, смотри-ка. Да. Да, одинаково что-то. Какое отличие? Не-не, есть, подожди. Да, все такое же. А, это просто тут какая-то выработка или что? Да, это просто выработка. Да, и вот стаканчик под сальник, да? Или что, тут сальник же, да? Сальник, кстати, сейчас покажу. Есть. Сальник сюда забивается. Он сюда забивается или он в коробке сидит? Вот в коробке сидит. Они два разных же, правый и левый разных. Ну вот он в коробку ставится. И он вот здесь трется. Да. Вот так вот он, да, в коробке стоит? Да, вот так он стоит в коробке. Ну, не одеваем. Это что за фирма? Не знаю, японцы покупал. 1200. 1200 вот такая вот штучка стоит. Ну, а как по-другому? Все уже перепутали все на 1200. 1200. Ну, я не знаю, рубль вообще ни о чем. Рубль у нас просто такой слабенький стал. Совсем не стоит, как говорится. Приходится поднимать его. Приходится его вот так вот поднимать его. Вот. То бишь работать. Работать. Ну, а тут как, в чем отличие? Все то же самое. Практически, да, то же самое. Да, Китайцы, блин. Китайцы все копируют один в один. Срисовали, да. Срисовали, блин, на станке, блин. И все, и вся любовь, блин, и бабки делают. Еще Саня говорит, то, что это тяжелее. Китайцы тяжелее, да. А может тут не столько нужен этот. Да, ты посмотри, он реально тяжелее. Нет, тут может не столько вес нужен, сколько. Ну смотри, даже видишь, он по объемнее. Видишь, тут по объемнее. Нифига, тут меньше. Даже визуально. Но тут они за этого ли, смотри, они что сделали. Это же японцы. Смотри, след такой закала. Закала, да. Понял? А тут не стали они закаливать, потому что это целая вот эта вот методика, это надо что-то нагреть, это надо, блин. А тут нафиг париться не стали, просто толще сделали, да и вся любовь. Вот так вот китайские технологии. Чуть-чуть больше металла, а тут они меньше металла, но закалили. Вот видите, какой след. Видите, след какой калености. Ладно, вот такой технический маленечко видосик. Разбавляем контент. Еще Саня показывает японское кольцо. Да, сейчас подожди, сейчас вот. Да, вот японское, говорит. Каленое кольцо, Каленое. которое держит прям свою форму. Да, вот сюда заливается трипод, получается, Да. да? Вот сюда вот, и оно вот здесь вот она стопорит. Чпонькс. Да. Ну. А у китайцев оно как бы с такими немножко ухами, как бы сказать, и с дырочками посередине. Ну такое, оно гнется капитально, его чуть-чуть раз, и она загнулась. Все, уже форму не держит. А Форму это не держит. Вообще хрен его разогнешь. Ну это Япония, что у них. Они чем и славятся своими самурайскими мечами, ребят. Самурайские мечи. И вот они, говорю же, вот момент закаленное, вот как на глушителях. Когда вот подгорает, вот что-то сваркой, кто сваркой балуется, когда большая температура, вот такое окалина появляется. Видите, они эти места специально закалили, чтобы они держали форму, не раздуло их. А китайцы тупо толщиной, короче, берут и все. Чисто за счет толщины не раздуется. А тут накалили чуть-чуть в правильных местах, и она будет форму держать. Точно так же, как и стопор. Закалили с правильного металла, на, не потеряй. В общем, это вопрос еще такой, ребята, знатоки. Не все же хейтеры. В общем, воздух вы спускаете. По-моему, спускаешь, Сань. Чтобы не было этого, да. Ты вот так крутишь, чтобы не было этих топырщивания вот этого всего. Ладно, мы сами ответили, короче, на этот вопрос. Все, главное, можно понюхать. Помнится. Сейчас уже не так пахнет, по-моему, бензин, как в детстве, да? Желтенький? Нифига себе. А интересно, сейчас если так же гупануть, как в детстве,
Глюки появятся? Думаю, да, разницы нет. Все равно башка уже меньше кислорода Да, всю получит. жизнь тогда вот. Да, кстати, можно и ослепнуть, наверное. Ну ничего, не ослепли же как-то. Да, что, слетел? Да, надо, воздух надо по-любому выгонять. Когда вот на поворот идет, Да, он надувается. да, пока не это самое, вот так надо покрутить его, воздух розетовать, Да. и потом уже зажимать. Все, придется вырезать. Что, покажем? А, японский, говоришь? Да. Японский, сколько лет, Сколько лет ходил, да. сколько прям. лет блестит, как Вообще новый. Прям, ну, ладно, это тоже, в принципе, можно вымыть, ладно. Ну, погоди, убирай его. А, тоже будешь мыть. Да, по-моему, сейчас. Просто на китайских почему-то вот эти вот, как они, юбочки или как называются, не знаю. Что за юбочка? Вот, которые держат, видишь, вот эти вот игольчатые подшипники. Ага, Вот этот вот стаканчик, не знаю, ага. колечко. И вообще прям видно, что качество конкретное, не знаю. А вот он китайский. Китайцам на машине делают качество. А вот на китайском, да, вот оно, вот эти вот почему-то юбочки разбивает. Вон, даже видишь, видно, что помятое. Вот она здесь вот помятина. Ну, что-то не то, по-моему, сделали. И он снимает, как бы вот так вот, вот эта юбочка вылетает просто, Ну, и все, и она вот разбивает вот эти вот его игольчатые подшипники. иголочки все вылетают там, да? Вылетает, да, внутри. Вот чисто вот из-за И этой, какой звук получается? вот из-за этой юбочки. Да, он не звук, он просто, не знаю как. Тут даже, смотри, пятаки разные. Смотри, вот эта часть. Вот видишь, они как сделали. А, тут даже, да, почему-то. А да, тут слушай, вон какая-то как да, заглушка. тут просто заглушка, да. Видишь, А тут что, вот сюда внутрь ткни-ка вот это внутрь что, она Не, полная не, или нет? давай вот возьмем, Ну-ка. у меня есть вот. Ну-ка, внутрь пихни-ка. Нет? Или да? А, по-моему, что-то есть. Или она полая? Она вот этим тоже смазывается. По-моему, да. Есть? Типа вот, вот эти наши Да. Дырка может внутри. Ну-ка. Нет, смотри, нет. Нету внутри дырки. Интересно, ну что-то значит, наверное. Смотри-ка. Не зря же сделано. Она там может просто держать, просто Тут же держать смазку может вот в этой вот глубинке, вот в этой. ну, может быть. А вот в спадине, а здесь видите, как сделано. Ну, здесь просто так. Да, вот что-то, может, не досмотрели все-таки. Китаёзы, блин. И пазы они по-другому делают. Ну-ка, переверни. Вот он. А, так и есть, да? Так и есть, да, просто тут вот О, блин, у меня заканчивается. Ну-ка, переверни вот это. Ага, все правильно. ну, все правильно. он так и Какая-то есть. сторона, Нет, да? немножко, смотри, даже он это, другой. Потолще все равно как будто, да? Смотри, все равно толщиной они берут китайцы, толщиной. именно. Толщину берут китайцы. Толщиной, смотри. Да. Смотри, уже, да? Больше металла, блин. Даже смотри тут. Ага, тут тоже Китайцы. даже есть. Ага. Но вот это тоньше, по-моему, сама. Вот это сама. Вот это потолще. Сама поверхность. На микрон, блин. Она и повыше кого-то. Чуть-чуть, да, повыше. Вот это повыше. Да, значит это толще, ага. Все-таки, да? Да, Сама это бегающие точно, вот вот эти это шарики. толще. Вот это шарик толще, да, по высоте, диаметр. Точно, подметил. А внутренний почему-то тоньше, да? А здесь больше. Китайцы, вот они там маленечко копируют, но чуть-чуть, может, не получается прям. Да и так сойдет, и нормально, короче, все равно там, что, да? Считай, Арик там сколько стоит, там какая-то поделка, грубо говоря, пролежала, там сколько, 8 тысяч сейчас стоит. Но раньше они дешевле стоили, Ну, конечно. конечно, дешевле. Ну, рублей 5, может, 3 рубля, может, привоз стоил. Да 3000 сейчас- я покупал раньше всегда. Да. Любой привоз стоил 3 рубля. Это когда было-то? Ладно, короче, тут что-то уже, блин, постоянно такие включения. Главное, вот, совдепия, видите, работает. Сейчас вот такой вот купить его совдепия. Тоже будет уже даже металл просто не тот. Тут я не знаю, что они сделали, что они... А, болгаркой тут в наглую пили. Пилил, да, здесь. Да, пробитие вот хотело тут произойти тоже. Совдепия, видите, как все работает, все чики-пуки. А сейчас купишь эту херню, блин, силуминовую, и все, пару раз стукнешь, она лопнет. Кстати, сегодня мне, я вспоминал сегодня, вот мой любимый пыльник синий. Очень любил это с какой-то стороны, как элемент тюнинга даже. Синие пыльники, как раньше красные саппорта были. И синие пыльники, значит, ты ухаживаешь за своей тачкой. Да. Если у тебя сильные пыльники, значит, ты красавчик. Среди пацанского движухи было такое. Но тоже он четкий, кстати. А он хороший? Он хороший, 2 года он у меня вообще. стоит уже. Да, вот это пыльник, он дубовенький, но он базар везет прям. Не знаю, с чего это китайцы делают. По-моему, даже, но все равно, но нет, у него толщина не такая. Не такая хорошая. Чуть-чуть не такая все-таки толщина. Эластичность тоже не такая, но он классный. И он как элемент тюнинга тоже, кстати, прокатывает.
Я бы поставил синий для красоты. Чтобы посмотреть вот эти все выработки. Смотрите. Ну ё-моё. Прям. Короче, китайцы залипуху вот такую сделали. Есть вот такой вот момент. Видите, какая зазубрина, блин. Это можно слезать, конечно, но все равно. Да, брак. Ну, все не проверишь, наверное, скорее всего, но все равно серийник там все дела. Это САТ, это российская фирма, кстати. В Китае заказывают, китайцы херачат и по своим в России торгуют. Ну да ладно. Но вот этот фонарик такой зачетный, ну-ка, в точку бьет. Прикольная тема. В общем, этот мы используем для шариковых шрусов, которые со стороны ступицы. Вот. В принципе, это не самый вариант, конечно, хороший. Есть еще хорошие варианты, которые не замерзают. Много всяких производителей. В общем, и Allright пойдет, по сути, именно для шарика, который со стороны гранаты, который больше всего рвется. Вот. А вот этот идет уже именно для внутренних гранат, где трипоиды на иголочках. В общем, как-то так. Если кто не понял, вот, пожалуйста, внимание, используйте в трипоидных шрусах. Все, всем пока. Видео снимаю, кәлен манда. Да, геройдар кудур бола, Пробокс, да? Пробокс бола. Кедады. Бұл қасы еледі? А? Қасы еледі? Онақсыз ноябрь. 2003 Қорыққа баған келдер мары ма тұттар? Ақтан баялан күнде марам бұл келдер. Қорыққа дейті. Ну нахер. Отец. Ну ты видел?